Эти кадры были сняты в сентябре. Рабочий день у Оксаны Долгай, как всегда, начался рано утром. И до полудня она успела выполнить массу задач и решить множество вопросов. Вернувшись на работу после очередной встречи, привычно осмотрела территорию веренного ей учреждения, отмечая, все ли в порядке. Вот уже 13 лет Оксана Александровна заведует Алданским детским садом «Мишутка». Сегодня у нее 94 ребенка. Ну, в профессию я пришла, конечно, не мечтала быть педагогом. Значит, стаж работы у меня на данный момент общий 44 года, а в дошкольном образовании 38 лет. Как попала в эту профессию? Вообще у меня в школе всегда хорошие были направления техническое. И я никогда не думала, что я буду в детском саду работать воспитателем. Заканчивала я школу третью в 1975 году. И представьте то время, я с многодетной семьи. Родители у нас были ударники коммунистического труда, они работали. А мы воспитывались школой прежде всего, воспитывались окружением своим. И чтобы как-то повлиять на выбор моей профессии, родители не участвовали. В 10 классе, значит, я училась на подготовительных курсах. Тогда это первое только вводилось. Свердловский политехнический институт. Мы с Олей Кузнецовой вместе, наша ученица тоже в 10 классе, отправляли туда работы, нам задания присылали. И, в общем-то, нам надо было, успешное все у нас обучение было, и надо было приехать по одному экзамену только сдать, и практически мы были уже студентками. Выбор жизненного пути, казалось, был предопределен. Однако по своим местам все расставила спонтанная, на первый взгляд, ситуация, которую позднее Оксана Александровна назовет провидением. Волнения, которые девушка испытывала, готовясь к единственному вступительному экзамену, оказались напрасными. В институт Оксана не поехала. Но я трусиха по натуре, я не знаю почему. Внешне вроде это не кажется, но я трусиха. И когда уже время к весне было и выбирали мы свое направление, вдруг девчонки там загоношились и поехать надо. Вот в Биробиджане есть, значит, педучилище, очень хорошее педучилище. И там-то учиться всего 2 года, и там спецпредметы, и мы уже совсем взрослые. Ну зачем нам это учиться 5 лет где-то? И мы все вместе с Алдана поехали, там еще с других школ, ну, в общем, у нас где-то 8-9 человек набралось, поехали поступать в педучилище биробиджанское. Приехали в педучилище, а там оказался конкурс. Вот я сейчас, когда говорю, что конкурс при поступлении 7 человек на место. Из нашей вот этой вот компании поступили 2 с нашего класса и 1 тоже с 3-й школы, но она, Лена Ковалевич, раньше закончила на год. Вот я так и попала в эту профессию. Освоение специальных дисциплин у студентки сложностей не вызывало. Учеба давалась легко. А на практике будущая педагог поняла, что работа с малышами дарует ей колоссальное удовольствие и ни с чем не сравнимую радость. А потом, когда начался педпроцесс, и когда вот у нас обучение проходило 5 дней мы учились, 5 дней, да, а на 6-й день мы ходили в детский сад на практику. Вот. И когда я стала ходить на практику, ой, это все. И вот я поняла, что это мое. Мне так нравилось, я очень легко училась. Вспомнила сразу свой Ицыковский детский сад, в который я ходила, Анну Матвеевну нашу вспомнила, как мы считали уточек. Вот, знаете, сразу как-то вот, действительно, наверное, память наша такова, так устроена, что какие-то моменты мы забываем, а потом они всплывают. И все, и вот я так начала учиться, и мне нравилось. 2 года промчались молниеносно, а первый профессиональный опыт Оксане Александровне предстояло наработать в селе Отрадном, близ города Вяземского, на юге Хабаровского края. В сельский детский садик вчерашняя студентка отправилась по распределению. Город Вяземский – это такой же по размеру, как Алдан, наверное, но может чуть поменьше. И Отрадное, там минут 15-20 езды на автобусе было. Это плодово-ягодный совхоз. Вот, значит, приступила работа, меня встретили, конечно, все с таким желанием. Там сотрудники работали, в основном стажисты, специального образования не было. И я как бы самая там умная была.
Ну, это я так думала, что я самая умная. Ну, оберегали меня, опекали, мне интересно было работать. Я этих детей, это, вот считайте, 78-й год, я их хорошо помню, этих детей. И причем, знаете, даже вот такие моменты были, мы гуляли всегда. На участке мало, когда прогулка проходила, а всегда где-то по окрестностям ходили. И вот один раз мы по полям каким-то идем, и, значит, стадо коров. Вот, и одна корова пошла на нас, на меня в частности. Я воспитатель, я забыла про детей, я побежала вперед. И вот у нас Леночка была, она хворостину взяла, и вот она там корову называет, там Машка, и пошла. Зачем нашу Оксану Александровну испугала? Вот. Ну и я для себя потом, значит, это как? Я же за детей отвечаю, я вперед побежала. Ну, такие вот казусы были интересные, какие-то юмористические. Но это опыт, и понимаю, что нельзя, вот это дети. Это я должна была на корову вперед пойти, а оказывается совсем по-другому. Разнообразный профессиональный опыт молодая воспитательница получала ежедневно. Оксана Александровна легко находила общий язык с детишками и их родителями, и работа ей нравилась. Но девушка очень грустила по дому. Положенные по распределению 3 года казались нескончаемой вечностью. Я отработала там 1 год, и я затасковала, я так захотела домой. Вот невозможно было. Я маме звонила, переговоры заказывала, плакала, что мама, надо было 3 года отработать. Мама, меня как-то надо отсюда выручать, не могу. И, в общем, там какая-то у мамы льгота была, что справку надо было предоставить и открепиться, и приехать в Алдан. Вот. И все переговоры проходили, заказывала, там почта рядом с детским садом была, заказывала, в детском саду разговаривала, весь этот совхоз знал, о чем я разговариваю. И, значит, вызывает меня директор совхоза и говорит мне: ну что думала, куда ехать? Мы тебе дом дадим, корову дадим и замуж выдадим здесь. Я еще пуще прежнего начала плакать. Я представила перспективу, значит, с коровами, и как-то мне не весело было. Вот. Ну и потом вот мама мне прислала те документы, которые необходимы были. Я съездила в Хабаровск, в отдел образования, открепилась и приехала в Алдан. Если в детском садике Отрадного молодую воспитательницу ждали с нетерпением, то в Алдане ситуация оказалась совершенно иной. Вернувшись домой, наша героиня по объективным причинам не сразу смогла продолжить профессиональную деятельность. А в Алдане с работой-то в то время было очень сложно. В детский сад устроиться было невозможно. Все места были заняты стажистами, в общем-то, и туда-сюда. А тут девчонка приехала после окончания, в принципе, опыта еще никакого нет. И, в общем-то, через некоторое время я устроилась работать в дом ребенка. Вот здесь, где сейчас городская поликлиника, здесь дом ребенка был. И вот я там методистом работала, замуж вышла, у меня Ульяна родилась. И потом мы переехали на Дражный, нам квартиру дали мужу. И в Теремок меня пригласили, Ульяну туда устраивала детский сад, и меня пригласили, Любовь Константиновна пригласила работать на период декретного отпуска. И вот я начался мой трудовой путь именно по детским садам города Алдана. Сегодня в бывшем здании Теремка располагается противотуберкулезный диспансер, а садик со сказочным названием был закрыт в 1998 году. На сфере дошкольного образования смена социальных и экономических условий отразилась очень тяжело. Из 52 действовавших в районе дошкольных учреждений в новом тысячелетии осталось 29. Уже давно повзрослели самые маленькие воспитанники Теремка, а многие их педагоги продолжают работать с дошколятами. Вы знаете, такие добрые воспоминания о коллективе, о этом детском садике. Я там работала на период декретного отпуска, 2 года получилось. Ну, я уходила, плакала, если честно, потому что потом так судьба свела, что я потом туда вернулась. А здесь, когда вот я отработала, и мне пришлось уходить, и в то время сдавала Снежинка как раз. У них был свой детский сад в Тугре, а потом они расширились, вот этот новый детский сад построили. И заведующую, которую назначили, Зинаида Михайловна Намаконова, она ко мне водила ребенка.
в группу Танюшку. И она, когда узнала, что я здесь временная, она мне предложила в этот детский сад. И вот так я перешла в Снежинку работать. В советское время детский сад «Снежинка» был ведомственным. Он относился к ведению Темптоно-Учурской геолого-разведочной экспедиции. В 1985 году для дошколят было построено трехэтажное здание в микрорайоне «Геолог», где «Снежинка» находится по сей день. Сегодня это теплый и уютный садик, а в конце прошлого столетия его облик и внутренняя организация были иными. Ну, конечно, облик другой был этого детского сада. Там сейчас 3 этажа, вот у них 3-й этаж он функционирует, а в то время это была прогулочная веранда, и причем такая обледеневшая, и мы там лед этот вытаскивали, ваннами выносили. Спустя несколько лет карьера Оксаны Александровны сделала еще один зигзаг. Наша героиня перешла работать в детский сад «Колокольчик». В пользу такого решения выступили дополнительные социальные гарантии, а также возможность профессионального роста. И мне предложили вот в детский сад «Колокольчик», это от комбината «Алдан Золото» детский сад, Татьяна Петровна Вунш там была заведующая, и она предложила, чтобы я, она оценила меня как специалиста, я туда, чтобы перешла воспитателем, и там полставки старшего воспитателя, и бонус, конечно, это целевой. Мы с мужем посоветовались, и все-таки я туда перешла. Вот, перешла я вот в этот сад зарабатывать целевой. Вот. Тоже интересная работа в этом детском саду была. Там я проработала 2 года. 2 года, и тут случайно просто я встретила сотрудницу с теремка, и она говорит: Оксана, мы тебя ищем. Сотовых не было, телефонов. Мы тебя ищем, у нас место освободилось, переходи к нам. И вот мы уже поменяли квартиру, мы жили в районе совхоза, и я все-таки перешла в теремок, и вот там я работала долго. Так профессиональная деятельность Оксаны Александровны Долгай сделала своеобразное кольцо. Между тем, лихолетие рубежа веков, разрушавшее целые сферы и отрасли, диктовало условия выживания и отдельно взятым семьям. Нашей героине пришлось оставить профессию. А потом получились, когда вот это время пошло, перестроечное сначала, потом вот когда 90-е, это было страшное время с зарплатами, 3 месяца не давали, потом уже вот до 9 месяцев дошло, и мне пришлось уйти в коммерцию. Вот 5 лет я работала в коммерции, но это не мое было. Вот. Я исполняющей была, у меня своего дела не было. Вот. И тоже опять случайно я встречаю сотрудницу, с которой я работала, и она говорит, что вот, Оксана, что же ты ушла с педагогики, ты такой хороший специалист, вот требуется в Мишутку сейчас воспитатель, в Мишутку. Я говорю, где это? Я даже не знала, вот, что в этом районе здесь, я знала, что это раньше ЮЭСовский детский сад был. Вот, и, значит, скажи свой номер телефона, вот городские тогда номера, я, значит, сказала номер телефона, и на второй день мне Ирина Ивановна Бердышева позвонила, что я вас приглашаю на собеседование. Подумала и пришла. Перерыв в профессии для Оксаны Александровны вовсе не означал разрыва связей с коллегами. Нашу героиню связывала теплая дружба со многими педагогами. К слову, с наставниками, которые уже находятся на заслуженном отдыхе, Оксана Александровна поддерживает отношения и сегодня. А вот в работе после 6-летнего перерыва многие тонкости пришлось постигать заново. Первое, что, конечно, я поразилась изменением. Вот я 6 лет не работала в детских садах. Конечно, и предметно-развивающая среда другая. И столько специалистов. Я обратила внимание, что 3 группы на 94 места детский сад. А здесь и студия, значит, была и английского языка, и компьютерная студия, и хореограф отдельно, и плавательный бассейн, и воспитатель ИЗО отдельно. Это вообще, совершенно, вот, знаете, в другой мир попала. Мишутка является одним из старейших садов Алдана. Своих первых воспитанников, самыми маленькими из которых были 2-месячные крохи, он принял в 1937 году. Первоначально ясли-сад находился в центре города, по улице Трудовой, позднее переименованной в Ленина. В конце прошлого века садик переехал в одноэтажное здание по Гагарина, а структура дошкольного учреждения была реорганизована.
В 2003 году Оксана Александровна пришла в Мишутку воспитательницей, а спустя 7 лет заступила в должность заведующей. В первую очередь это, конечно, профессионал с большой буквы, с богатым педагогическим опытом. Благодаря Оксане Александровне у нас проходит правильно выстроен педагогический процесс. Родители, сотрудники, дети очень ценят и уважают Оксану Александровну. Я, конечно, очень рада, что мои жизненные обстоятельства так сложились, и я встретила этого человека с большой буквы, которая очень опытна, умна, сочувствующая. Одним словом, человек с большой буквы. Я ей очень благодарна. Думаю, также присоединятся наши сотрудники. Сегодня коллектив Мишутки объединяет чуть более 20 сотрудников. Доброта, терпение, деликатность и готовность помочь – эти качества, по мнению Оксаны Александровны, являются определяющими в построении взаимоотношений с коллегами. Именно так к ней относились ее наставники, дав тем самым один из важных уроков. Постоянно повышая собственное профессиональное мастерство, наша героиня щедро делится опытом с молодыми специалистами. В детский сад «Мишутка» я попала 3 года назад. И попала к Оксане Александровне. Пришла полностью без опыта работы. И очень рада, что попала именно к этой заведующей. Потому что Оксана Александровна поделилась опытом и продолжает делиться по сей день. Рассказывает тонкости нашей работы, подсказывает, направляет. То есть мы находимся в надежных руках. Воспитание дошколят – дело сложное и тонкое, и в педагогической команде особенно важны единомыслие и взаимное уважение. Сегодня в Мишутке всего 3 группы – средняя, старшая и подготовительная. Садик принимает детей с 4 лет. До этого возраста малыши посещают детсад раннего развития «Ромашка». Особое внимание воспитатели Мишутки уделяют развитию у ребят логического мышления. Реализуя известные методики, педагоги и сами создают развивающие игры. Я в этом саду работаю уже 18 лет. И да, с Оксаной Александровной нам работается очень легко. Мы с друг другом находим общий язык. Всегда обращаюсь к ней за помощью, она всегда нам поможет. Обучение дошколят в Мишутке проводится по инновационной программе, которая предполагает личностно-ориентированное развитие каждого ребенка. На самые разные вопросы воспитатели не дают детям готовые ответы. Малыши ищут их сами. Педагоги создают проблемные ситуации, рассматривая которые дети получают знания. Акцент в воспитании и развитии дошколят ставится на ряд направлений. У нас художественно-эстетические в основном, да, и физкультурные. У нас есть условия, да, спортивный зал и бассейн. А так сейчас основное направление, думаю, во всех детских садах – это переход на федеральную образовательную программу, потому что все детские сады работают по разным программам, и сейчас воедино это все собрать, это надо проанализировать. Этот год даже мы годовой план написали, переходный у нас, и обязательно сделать какие-то выводы, что нам удалось, что не удалось, какой раздел подработать, а какой раздел у нас остается. И участвуем мы во всех районных мероприятиях на высоком уровне. Мы участвуем. Узких специалистов у нас по штату сейчас нет. Это все готовят у нас педагоги всесторонне развитые. Один из основных видов деятельности Мишутки составляет профориентация. Кем стать в будущем? Ответ на этот вопрос наставники ищут с каждым из своих воспитанников. Планомерный процесс начинается со средней группы. Получая целостную картину видения мира профессий, дошколята учатся выстраивать всевозможные отношения в обществе. Дети очень любят играть. Салон красоты – это у нас сейчас в тренде. Сейчас ребята полюбили играть в школу, в детский сад мы очень любим играть. В магазин тоже обыгрываем. Сразу видно жизненные ситуации, которые происходят в жизни у детей с родителями. Дети очень любят, с большим удовольствием, даже не оторвать. Также они начинают правильно общаться. Это кадры районной квест-игры, прошедшей в феврале на базе детского сада «Снежинка». С премудростями разных профессий дошколята ознакомились в городе мастеров.
Мальчишки и девчонки попробовали себя в золотодобыче, в финансовом деле и в медицине, испытали силы в качестве спасателей и железнодорожников, а также ступили на творческую стезю. В квест-игре воспитанники Мишутки показали обширные знания профессий. Ну, в основном сейчас по опросам дети хотят стать врачами, воспитателями, учителями, космонавтами как-то вот не слышно. Сохраняя традиции, садик идет в ногу со временем, продолжая развитие в любых реалиях. Так, период общего карантина и самоизоляции не стал временем простоя. В апреле 2020-го Мишутка был единственным садиком, который продолжал принимать детей. Группы посещали малыши, чьи родители работают на жизнеобеспечивающих предприятиях. Вновь созданный коллектив оказался разновозрастным. Между тем, ребята подружились быстро. А занятия проходили дифференцированно. В построении уроков акцент педагоги ставили на творческие предметы. Да, вы знаете, ребятишки все пришли к нам очень контактные, очень дружелюбные. Они как-то очень быстро между собой подружились, поэтому в этом плане у нас не возникло никаких с ними проблем. С большинством семей в период карантина работа велась дистанционно. Педагоги, ребятишки и их родители, успешно освоив информационные технологии, приступили к созданию роликов и мультфильмов. На районном уровне короткометражки Мишутки завоевывали высокие оценки. С завершением пандемии работа в данном направлении продолжилась. Педагоги Мишутки работают не только со своими воспитанниками и их родителями. В детском саду действует консультативно-методический пункт. Воспитатели и специалисты садика оказывают методическую, диагностическую и психолого-педагогическую помощь семьям, детки из которых по различным причинам не посещают садик. Опыт работы алданских воспитателей по всевозможным направлениям высоко оценивался на разных уровнях. Мишутка неоднократно становился победителем и лауреатом районных, республиканских и российских конкурсов. Вы знаете, очень люблю свою профессию. Я сейчас не представляю, что поехала бы я куда-то, понимаете, работать. Вот. Я думаю, что это действительно для меня детский сад. Я очень люблю приходить в детский сад, когда здесь никого нет. Ну, проверяю что-то, техническое состояние. И я вот хожу по группам, и я прямо вижу вот все. Вот здесь вот этот ребенок, здесь этот воспитатель работает. Вот для меня это второй дом. Второй дом. Мне очень нравится работать с молодыми специалистами, но действительно такими вот активными специалистами, которым нравится эта работа. И я всегда говорю, что девочкам, которые приходят, что самое основное, знания приобретаются, а вот любовь к детям – это самое основное. Вот если любите детей, с вас хороший педагог получится. Если нет, уходите сразу. Пользу дошкольного образования переоценить невозможно. Именно в детском саду закладывается та база, что впоследствии станет основой знаний и умений, которые ребенок приобретет в школе. От сформированного в детстве умения учиться зависит в конечном итоге достижение успеха во взрослой жизни. Работа с дошколятами предполагает постоянное развитие, ведь наставник растет и взрослеет с каждым из своих воспитанников. Педагог дарит детям доброту, заботу и знания, получая взамен доверие и любовь.